Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. В селах Ачимчирского района в ближайшее время появятся новые фельдшерско-акушерские пункты. Критически низкий уровень вакцинации от кори вызывают озабоченность у медицинского сообщества Абхазии. В Минздраве рассказали о рисках и о важности прививок. Вышло в свет второе издание книги «История денежного обращения в Абхазии». Впервые публикуются уникальные античные монеты, обнаруженные на территории Абхазии, входящие в экспозицию Музея банка. Президент Аслан Бжаня прошел лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба главы государства, точное тестирование не выявило вируса COVID-19 в образцах биоматериала Аслана Бжаня. Режим самоизоляции президента завершился. 4-5 апреля планируется проведение очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом сообщил министр иностранных дел Инал Ардзинба. Министр выразил надежду, что дискуссии в очередной раз не будут перенесены в одностороннем порядке и что не будет никаких организационно-технических сложностей, в том числе с получением виз для сотрудников МИД и других участников. Инал Ардзинба подчеркнул, что абхазская сторона будет требовать подписания с Грузией соглашения о неприменении силы и признания государственного суверенитета Абхазии. Глава МИД сообщил, что он находится в тесной координации с российскими и юго-осетинскими коллегами. МВД Абхазии продолжает работу по противодействию незаконной добыче криптовалют. За последние 7 дней было обнаружено и изъято 22 аппарата для майнинга. В ходе проверок в Пицунде обнаружены 2 аппарата в домовладении Коваля Игоря Владимировича. В Гудауте 9 аппаратов, принадлежащие Гирзмава Радию Ленговичу. В селе Хуланурха 5 аппаратов, принадлежащие Бганба Геннадию Аркадьевичу. В Ачимчире у Вардая Тимура Мамантьевича обнаружено и изъято 3 аппарата. В городе Гал выявлено и изъято 3 аппарата для добычи криптовалют, принадлежащие Гамисоне Нукзару Викторовичу. В МВД действует горячая линия. Всех, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просят обращаться на телефон доверия 920 20 95. WhatsApp, Telegram Messenger, Instagram, Facebook. В дежурной части первого отдела милиции УВД по городу Сухум открыли центр мониторинга общественного порядка. Теперь у сотрудников милиции есть возможность в онлайн-формате отслеживать ситуацию в одном из самых густонаселенных районов столицы. Подробности в материале пресс-службы МВД. Центр мониторинга общественного порядка на подведомственной территории открыт в дежурной части первого отдела милиции УВД по городу Сухум. Новый пункт контроля и реагирования посетил заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадо. Полковник Чкадо проинспектировал работу специалистов, отметив, что территориальная локация общественного мониторинга играет первостепенную роль в принятии управленческих решений с целью оперативного реагирования на все правонарушения в районе. Дежурная часть отдела милиции нового района оснащена устройствами мониторинга при спонсорской поддержке. Торговый дом «Рубин» предоставил экраны. Интернет-провайдер-система обеспечил бесперебойную трансляцию видеоизображений с веб-камер, установленных на ключевых участках одного из самых густонаселенных районов столицы. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан является приоритетным направлением деятельности всех территориальных подразделений Министерства внутренних дел. Аслан Бжаня поздравил с днем рождения Вячеслава Чирикба, которому 17 марта исполнилось 64 года. Глава государства отметил вклад Вячеслава Андреевича в развитие дипломатических, партнерских отношений Абхазии с иностранными государствами. Искреннее уважение вызывает неустанное внимание, которое вы уделяете вопросам продвижения научной и исторической правды об Абхазии, подготовки молодых исследователей, востребованной общественной, организаторской и государственной работе, сохранению и развитию абхазского языка и культуры, говорится в поздравлении президента. Гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии завершена. Собрано около 20 тонн. Груз сформирован согласно требованиям принимающей стороны. Упакован надлежащим образом, загружен в 6 транспортных контейнеров и отправлен в Сухумский порт для дальнейшей перевозки по месту назначения.
В Очимчирском районе за счет средств республиканского бюджета активно ведутся ремонтные работы на объектах социальной инфраструктуры. Так, в селах Адзюбжа, Кутол и Пакпащ идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов, а в селе Лабра – автомобильных мостов, пострадавших во время паводков. На месте работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Гугуца Вардания. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Адзюбжа началось в конце 2022 года. ФАП будет располагаться рядом с сельской школой. По словам специалистов, на сегодняшний день завершена основная часть работ. На данный момент ведутся работы уже штукатурные. Далее начнется отделка, заполнение оконных проемов. Все работы по возведению ФАПа в селе Адзюбжа планируется завершить к концу апреля. Светлый и уютный фельдшерско-акушерский пункт построен и в селе Кутол. Дело в том, что его строительство началось давно, примерно 10 лет назад, вспоминают местные жители. Но потом работы остановились. Все это время медсестры принимали пациентов в администрации села, что очень усложняло их работу. Старое помещение снесли, в нем невозможно было больше находиться. Позже ситуацию осложнил и ковид. Когда ковид был, это вообще мы старались так строить свою работу, чтобы не состыковывать. Хотя все равно получалось, что встречались пациенты больные, и, детей старались нет, но зона риска все равно есть как таковая. У нас пожилые люди там рядом находятся, там сберкасса, и рядом с нами мы больных принимаем, здесь старики. И это было очень сложно для нас. Новый ФАП будет также открыт в селе Пакпащ. Таким образом, в Очимчирском районе совсем скоро откроются 3 фельдшерско-акушерских пункта. Сметная стоимость 3 медицинских пунктов составляет 8 миллионов 100 тысяч рублей. Данный объект является новым, да, тут получается строительство. А в селе Кутол у нас получается ремонтные работы, так как здание было возведено, но недостроено. Также в селе Пакпащ получается выделена комната в здании Дома культуры. Там будет оборудован медицинский пункт. В селе Лабра завершены работы по восстановлению автомобильного моста. Ведется ремонт и второй переправы, пострадавшей в результате паводков. Здесь была сильно подмыта часть опоры с левого берега. Это затруднило передвижение местных жителей. Часть села, Нижняя Лабра, была отрезана от села, от того же села Верхняя Лабра. Им приходилось объезжать в обход, преодолевать расстояние более 8 километров, чтобы попасть в центральную часть деревни. Сейчас уже подрядчики выполняют восстановительные работы опоры, уже монтируется перекрытие моста, также будет отсыпаться подъезд к мосту, устанавливаться перила и расчищаться русло реки. Ремонт моста в селе Лабра при благоприятных погодных условиях завершится в ближайшие 2-3 недели. Гугуца Вардания, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. В близлежащих странах зарегистрированы вспышки кори, одной из самых опасных и заразных болезней в мире. Единственный способ защититься – сделать прививку. В Минздраве прошла пресс-конференция. Специалисты рассказали о риске вспышки кори в нашей стране и о важности вакцинации. Подробнее в репортаже Рады Чачава. Поводом для встречи с журналистами стала ситуация с заболеваемостью корью в соседних с Абхазией странах. Главный санитарный врач республики Алла Беляева отметила, что на фоне критически низкого уровня вакцинации населения от кори этот факт вызывает особую озабоченность. В последнее время в сопредельных с нами странах, в частности в Российской Федерации, в странах, часто посещаемых нашим населением, например, в Армении, а также в странах Средней Азии, откуда к нам прибывают трудовые мигранты, наблюдается рост заболевания корью. Корь – это детская инфекция, высоко заразная, и рано или поздно к нам все-таки ее привезут. Больной человек может не знать, что он болеет первые 10 дней, то есть инкубационный период данного заболевания 14 дней. И только после проявления первых симптомов заболевания и до них 2 дня человек является заразным для окружающих, но не знает, что он был носителем.
Колоссально низкий уровень вакцинации населения – это опасность, которая может повлечь тяжелые последствия, говорят специалисты. Коллективный иммунитет, эффективнее всего достигаемый благодаря вакцинации, косвенно защищает от многих инфекционных заболеваний. Брать, если в статистический 22 год родилось в Абхазии 787 детей, из них по календарю по возрасту вакцинировано только 20 детей. Что касается охвата, да, он снизился. Сейчас составляет он порядка 10% всего лишь, а нужно, чтобы было не менее 95%. Вот. Эта тенденция уже последние несколько лет идет, то есть динамика снижается. Важно понимать, что корь – очень заразная инфекция, одна из самых контагиозных, передающихся воздушно-капельным путем. При контакте с инфицированным человеком до 90% из его окружения заразятся, если они не вакцинированы. А невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску развития осложнений. Осложнениями могут быть такие диагнозы, это как отит, это пневмония, бронхит, ларингит. Но, к сожалению, самое ужасное, что данные заболевания детей первых лет жизни до 5 лет может привести к летальному исходу. Спикеры обратились к населению Абхазии с призывом не бояться вакцинации, в особенности не верить своеобразным теориям заговора, распространяемым в социальных сетях. В Абхазии зарегистрированных случаев осложнений после вакцинации от кори нет. Сама вакцина поступает в республику от детского фонда ЮНИСЕФ. Все сертификаты, подтверждающие безопасность, имеются. Вакцина используется в общемировой практике более 50 лет. Календарь прививок у нас на самом деле очень хороший, национальный календарь прививок. Туда очень много замечательных входят вакцин, даже таких, которые нету в сопредельных государствах, например, не входят в национальный календарь прививок. Мы это обеспечиваем. И поэтому для того, чтобы избежать возможных осложнений, которые будут, нам хотелось бы обратиться и дать такой посыл. Не только по кори, есть и другие вакцины, которые, к сожалению, не реализуются. Их достаточно на территории страны, есть и запасы, но, к сожалению, они не используются. Провакцинировать ребенка можно в ближайшей поликлинике, либо в детских садах и школах. Это бесплатно. Согласно национальному календарю прививок, трехкомпонентную вакцину от кори, паротита и краснухи вводят детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в возрасте 6 лет. Всем взрослым рекомендуется проводить ревакцинацию от кори каждые 10 лет. Единственная возможность предотвратить распространение кори – регулярная, своевременная вакцинация. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В республике готовится к началу массовой вакцинации крупного рогатого скота. При этом ветеринарная служба проводит постоянный мониторинг заболеваемости сельхозживотных и проводит прививочную кампанию по мере необходимости. Все детали у Эсмы Гуладзе. Вакцинация сельскохозяйственных животных – надежный способ профилактики болезней. Прививочную кампанию проводят планово и внепланово. В данное время в Абхазии вакцинация проводится там, где есть угроза заболевания или оно уже выявлено. Ближе к апрелю начнется массовая вакцинация. По плану нам предстоит вакцинации против таких заболеваний, это весеннее против пастереллеза, эмфизематозного карбункула. В каждом районе есть свое количество необходимое, которое нужно проводить. Это в отношении крупного рогатого скота имеется в виду. Но кроме того, много другой работы. Это дегельминтизация, противоглистная, противоинвазионная, обработка животных. Сами владельцы животных об этом всем знают. Они просто просим о том, чтобы они более ответственно отнеслись к этому. Кроме того, ветеринарная служба проводит диагностику и вакцинацию от бруцеллеза и туберкулеза у скота. Эти заболевания опасны тем, что могут передаться от больного животного человеку. Одна из главных прививок – от сибирской язвы. Это крайне опасная инфекционная болезнь как для животных всех видов, так и для человека. Этот микроб, он относится к капсулообразующим. Образуя капсулу, сохраняет себя в природе длительное время. Это не десятилетиями, а столетиями сохраняет себя. У нас в земле обязательно есть споры сибирской язвы. При каких-то
наводнениях, других там природных катаклизмах эта болезнь может выявиться, может выскочить из-под земли, так как говорится, да, и потом начнется заболевание смертельно опасное для людей. Вот поэтому во всем мире, во всем цивилизованном мире против сибирской язвы проводится вакцинация. И мы здесь не исключение. Большую опасность для нашей страны представляет нелегальный ввоз животных из Грузии. В частности, большой урон животноводам может нанести чума мелких жвачных животных, в числе которых козы. По нашим данным, в Республике Грузия значит, проводится ежегодная вакцинация против чумы мелких жвачных, что говорит о том, что у них либо эта болезнь была в недавнем прошлом, либо есть непосредственная угроза. Там близлежащие крупные страны есть, там, где очень сильно развито овцеводство. Мы всегда исходим из того, что этот сказал, что он привез овцу либо коз там с Гала. А Гал, откуда в Гал проникает? Ну, понятно, что нету там таких овцеводческих и ферм коз, там, чтобы разводили и продавали такого. Ну, все знают, что это завозится из Грузии. Но ничего не делается для того, чтобы это остановить. В данное время действует план ветеринарных мероприятий, разработанных в начале года. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Музей Банка Абхазии презентовали второе издание книги «История денежного обращения в Абхазии». Первое издание вышло в 2018 году. Выход второй книги обусловлен новыми находками. Например, здесь можно увидеть дореволюционные ценные бумаги по разработке Ткварчалского угольного месторождения. Авторы издания Астамур Таня и Ибрагим Чкадо, научный редактор Сергей Шамба. На презентации была и наш корреспондент Адица Сагария. Во втором издании денежного обращения в Абхазии впервые публикуются уникальные античные монеты, обнаруженные на территории нашей страны и входящие в экспозицию Музея Банка Абхазии. Они позволяют восполнить некоторые пробелы в истории республики и Восточного Причерноморья в целом, а также внести ясность в вопросы нумизматики, которые были в прошлом подняты исследователями данной тематики. На территории Абхазии было найдено две монеты. Вот такого типа. Одна хранится в Абхазском государственном музее. Но они, в отличие от грузинских находок, отчеканены из белона. Белон – это низкопробное серебро. Дело в том, что в Понтийском царстве существовала царская монополия на чеканку золота и серебра. А зависимые полисы и правители могли чеканить только медную монету. Сам факт выхода этой монеты, которая пусть из низкопробного, но из серебра, говорит о том, что о претензиях на независимость. Вот. Скорее всего, поскольку эти монеты найдены в Абхазии, в своих попытках отделиться от Понтийского царства, Митридат Филопатор опирался на Диоскуриаду. Поэтому вот такая гипотеза существует. Вот, возможно, с этим связано, что именно только здесь пока найдены такие монеты. В 2021 году по инициативе председателя Национального банка Беслана Барателя был открыт Музей Банка Абхазии, задачей которого является сохранение, изучение и популяризация истории денежного обращения нашей страны. В новом издании можно увидеть, оно впервые публикуется, это акции ткварчельских копий Бутми Кацмана, это дореволюционные ценные бумаги были изданы по разработке ткварчельского месторождения угольного. И вот мы вышли тоже на коллекционеров, и нам дали это изображение, и, то есть оно впервые публикуется. Кроме этого, второе издание, в первом издании оно было очень небольшим тиражом, и оно больше для презентации было, прежде всего, Национального банка. А тут мы решили чуть побольше тираж выпустить, чтобы была возможность его приобретать и жителям Абхазии, и гостям. Музейная коллекция, состоящая из монет и бон разных периодов, позволяет сформировать достаточно полное представление о торгово-экономических, политических и культурных связях Абхазии за более чем 250 лет. Учитывая, что на территории Абхазии со времен, по крайней мере, классической античности, это где-то с IV века до нашей эры, уже обращались монеты, сам факт вот этого денежного обращения, изучения этого феномена, он о многом говорит. О экономическом состоянии страны, он говорит о какие взаимоотношения были с другими народами и странами.
И в этом смысле у нас богатое такое наследие. Есть и в Абхазском государственном музее большое количество монет хранится, которые я в свое время изучал. И они были опубликованы, практически все паспортные монеты в свое время. Наличие подобного института дает возможность получать и расширять бесценные знания по истории Абхазии, часть из которых постарались изложить авторы в книге. Материалы издания представляют научный интерес для широкого круга историков, нумизматов, бонистов. Книга была издана в Турции тиражом в 900 экземпляров. Ее можно будет приобрести в магазине при Музее Банка Абхазии, а также в книжных магазинах республики. Адица Сагари, Амра Зарандия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 18 и 19 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и до полудня местами слабый дождь, гроза. В воскресенье без осадков, местами туман с ограниченной видимостью. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 11-16. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.